В республике круглый год строительный сезон. А это значит, что на дорогах не редкость большегрузный транспорт. К сожалению, не все подрядчики ответственно подходят к перевозке строительных материалов и сыпучих грузов. Напомнить о правилах безопасности им решили представители Комитета по экологии и природным ресурсам. С ними в рейд вышла и наша съемочная группа. Цель данной акции – это выявление и пресечение нарушений правил перевозки сыпучих материалов большегрузными автомашинами. Всем известно о последствиях, к которым может привести транспортировка сыпучих грузов с нарушением правил дорожных движений, то есть без укрытия груза соответствующим тентом. Данная проблема в нашей республике очень даже актуальна, так как зачастую попадаются грузовые автомашины, которые перевозят сыпучий материал в нарушение данных правил. То есть в основном это не покрытые тентом грузовые автомашины. В рамках акции проводились разъяснительные беседы с водителями, допустившими данное правонарушение, а также раздача информационных буклетов, содержащих правила перевозки сыпучих материалов. В свою очередь, сотрудниками ГИБДД составлялись административные материалы в отношении нарушителей с наложением на них административного штрафа. Для чего это делать? Для того, что мы знаем, что чтобы навести порядок на наших дорогах, чтобы дороги были безопасны, чтобы соблюдались правила дорожного движения, соблюдались правила перевозки грузов. Данная акция проводится ежеквартально на всей территории Республики Ингушетия. Стоит отметить, что с каждой последующей акцией нарушений в этой сфере фиксируется все меньше. Это говорит о повышении ответственности автовладельцев, что является результатом проведения подобных акций. С каждой последующей акции различные организации, так скажем, волонтерские движения республики изъявляют желание принимать участие в этой акции. Сегодня, например, это депутаты Назрановского городского совета и также волонтерское движение «Молодая гвардия. Единая Россия». Абдулмалик Белкани, Исмаил Сагов, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.